Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, то есть буквально через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны. Мне было 11 лет, когда началась война. Первоначально было очень интересно. Самолеты летают, бомбят. Еще один отголосок войны. Такие надписи «Граждане, при артобстреле эта сторона наиболее опасна» появлялись на северных и северо-восточных частях улиц. Отец ходил с этими карточками, сел на остановке отдохнуть. Сидит женщина, он у нее спросил, она мертвая. Еды совсем не было, вообще ничего. По карточкам невозможно было купить. Голод. Представляете, что такое голод? Она была очень радостной, очень яркой, уже постоянно улыбалась. И когда началась блокада, она все равно была очень сильна духом. Не было у людей безнадежности. Все равно они знали, что их спасут, что блокаду снимут. Я хочу сказать, чтобы никогда не было ни на какое поколение, чтобы это никогда не почувствовали, что такое война. Приехала я в Якутию в 57 декабрь, 58 январь. Я уже вышла на работу. На фабрику мне было 25 лет. Проработала я там до 85 года, 33 года. Мы захотели с подружкой поехать на север. И нам повезло, что мы встретили главного инженера Института Якутнепроалмаз, который нас туда и взял. Ехали мы очень долго поездом. Все это было романтично, красиво, через всю страну, первый раз. Мирный нас встретил мрачный, сумрачный, холодно. Это был конец августа. Карликовые березки около аэропорта. В палатке стояли ручные шейкера, грохот, и рентген здесь же был. В общем, подготовительные работы. И уже летом 1958 года работала первая фабрика. Это нам досталось на Тамакинской экспедиции. И мы вот работали на ней. Потом построили вторую фабрику, третью, потом пятую фабрику. Первые проекты Гока-удачные фабрики, 12-11, и Айхал, 8-я фабрика, и сам карьер Айхал, и, конечно, Мир, 3-я фабрика. Все это прошли через вот эти руки. Есть какое-то удовлетворение, что жизнь не прошла даром, и что именно начало жизни было вот таким энергичным, интенсивным, полезным. Нина Николаевна Ушакова и Ирина Николаевна Кривых – ветераны алмазной промышленности. В конце 50-х годов прошлого века они, как и сотни молодых специалистов, уехали из родного Ленинграда в незнакомую Якутию, которая стала для них вторым домом. Якутию вспоминаете? Ой, я вообще, мне кажется, лучше Якутии, и лучше той жизни, которая была, обстановки, того окружения, как было в Якутии. Вся жизнь, сознательная жизнь была вся в Якутии. В Якутии морозы, теплое лето горячее, комары, дым, как всегда у нас. Вспоминаю очень хорошо, с хорошим, добрым словом Якутию. И вообще всех жителей, я говорю, это самые самоотверженные люди, кто живут в Якутии. Но, конечно, невозможно забыть молодость, походы, и КВН. И были такие вечера, что собирался весь город, потому что у нас не было ни дворца культуры. Ничего, можно сказать, не было. Было кинотеатр «Родина» и 2 или 3, наверное, кинотеатра. Все. А молодежный город в основном. Я вам еще самого главного не сказала, что я ж там половинку свою нашла. Все эти светлые, добрые воспоминания о мирной жизни соседствуют и с другими. Нина Николаевна и Ирина Николаевна пережили Великую Отечественную войну. Они обе дети блокадного Ленинграда. Мне было 2,5 года, когда меня вывезли из Петербурга. И все, что во мне, это настолько пропитано, потому что с самого раннего детства родители, какой бы гость к нам ни приходил в дом, новый человек, это всегда были рассказы о блокаде. А как вы выжили, а как вы, а как вы. Поэтому это все у
меня в сердце. Мне было 11 лет, когда началась война. Я закончила 3 класса начальной школы. Началась война. Отец сразу на фронт, а мы с мамой остались здесь. Я уже сознательно, я все понимала. Стреляют, бомбят. Такой нарядный парадный Петербург. Миллионы людей приезжают сюда ежегодно для того, чтобы посмотреть на дворцы, мосты, статуи. Но за всем этим великолепием мало кто замечает ужасные шрамы, которые оставила война. Вот, например, следы от снарядов, которые попали в постамент Анечкиного моста. А это еще один отголосок войны. Такие надписи «Граждане, при артобстреле эта сторона наиболее опасна» появлялись на северных и северо-восточных частях улиц. Сегодня в Петербурге таких надписей сохранилось 6. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, то есть буквально через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны. По плану Барбаросса, немецкому плану наступления на Советский Союз, предполагался захват этого города, его, собственно говоря, уничтожение, и совместно с финскими войсками там должна была быть проложена новая транспортная магистраль, и, собственно говоря, должна была установиться государственная граница Республики Финляндия на тот момент. Первоначально было очень интересно. Самолеты летают, бомбят. И первые бомбы, первые были, Ленинград сразу начал бомбить. Буквально в августе, в сентябре он уже был под Ленинградом. И все нам досталось. Окружение, это уже кинофильмы есть. И вот так протекала наша жизнь. Самый тяжелый период блокады Ленинграда – это была первая зима 1941-1942 года, когда ввиду того, что был город отрезан от водоснабжения, от теплоснабжения, не было электричества, не ходил общественный транспорт. Собственно говоря, сложные погодные условия, когда температура достигала запредельных минусовых температур, там до минус 20, минус 30. Были разрушены продовольственные склады, поскольку немецкая авиация постоянно совершала налеты на, в том числе, Бадаевские склады знаменитые. Это диорама, собирательный образ блокадного Ленинграда. Здесь изображен немецкий авианалет. Посмотрите, пожарные тушат здания, а люди вышли на замерзшую реку для того, чтобы подобрать осколки льда. Их потом можно было растопить. В городе не было воды. Проруби так надо было же рубить, потому что такая была зима, промерзало все. А мы жили далеко от Невы. Так кто пойдет? Мы жили без воды. Какой снег был, снег был черный, если и снега не было. Нам как бы повезло, потому что был отец, перед самой войной его прооперировали, он был негоден. Его оставили комендантом завода, и когда разбомбили наш дом, мы жили на территории завода, и там был чистый снег. И там было чем топить, деревообрабатывающие, там какие-то ящики, все это было. И благодаря этому мы выжили. Нормы потребления хлеба менялись 5 раз за осень-зиму 1941 года, и самая минимальная составляла 125 грамм. Это небольшой кусочек хлеба, который выдавался раз в сутки для того, чтобы человек мог его употребить. Хлеб поначалу был, как мы с вами все привыкли, в обиходе использовать, но потом, в силу того, что не хватало необходимых ингредиентов, вводились различного рода заменители, каучук и клей, и что, очень много чего добавляли для того, чтобы хоть какая-то калорийность и консистенция была. Мы с мамой получали на двоих 250 грамм. И больше ничего, никаких карточек, ничего не было. У нас была знакомая, она работала в госпитале, соседка. Но потом она тоже ушла из жизни. Первое время еще октябрь, ноябрь, декабрь она приносила то очистки, там принесет что-то такое, отваривали. Все ремни. У нас на угол Полтавской и Невского был магазин с кабинные товары. Когда до войны там, знаете, хомуты продавали, разные упряжки, эти все. Все было съедено. Все было съедено. Отмачивали, варили, перемалывали, ели. Еды совсем не было. Вообще ничего. По карточкам невозможно было купить. Голод. Представляете, что такое голод? У меня мама умерла в 1942 году. И я с ней практически
пролежала. Вот она ушла из жизни. Никого не было. Отец на фронте, мы вдвоем с ней. И я с ней пролежала почти, не знаю сколько, 10 дней, 15 дней. И меня случайно спасли. Люди уже не боялись ничего, потому что притуплялось сознание, и все время хотелось есть. Отец ходил за этими карточками, сел на остановке отдохнуть. Сидит женщина, он у нее спросил, она мертвая. Но он не испугался, он с ней еще посидел. Он на обратном пути, эта женщина, уже сорвана одежда и вырезано бедро. Это я знаю, что у нас в доме девочка одна была такая, она пухленькая, мы-то все худущие были. Она какая-то такая, мы бегали по девчонке. Она очень пухленькая, потом она пропала. Говорят, что ее, ну а кто знает, ни кошек, ни о каких собаках, ни о каких кошках не было речи, потому что только началась и сразу... Случаи каннибализма действительно были зафиксированы в Ленинграде, но это не была какая-то повальная и распространенная вещь, даже в те самые страшные, собственно говоря, дни и минуты в жизни блокадного города. Об ужасах блокадного Ленинграда в своем дневнике рассказывала и уроженка Хангаласского района Ксения Гаврилева. В город на Неве она отправилась, чтобы стать актрисой, но эта мечта так и не сбылась. Это Маховая улица, знаковое место для якутян. Здесь находится Институт сценических искусств. Вот, например, учебный театр. В 1940 году сюда, на актерское отделение, поступили 34 студента из Якутии. Война застала их здесь, в Ленинграде. Парни сразу же ушли на фронт, а девушки остались защищать город. На родину вернулись лишь единицы. За 872 дня блокады Ленинграда в городе погибло, по разным данным, от 700 тысяч до 1,5 миллиона людей. 90% из них умерли от голода. В своем дневнике Ксения Гаврилева задокументировала самые тяжелые моменты – потерю друзей и однокурсников. Наступили тяжелые времена. И еще вчера Гоша Чусовской читал монолог Хлестакова, а сегодня Полина Борисова утром, как всегда, принесла ему хлебный паёк, но Гоша был мертв. Он был самый молодой из нас, ему было всего 17 лет. Сегодня мы прощались со второй жертвой страшной войны, Тасей Монастыревой. Она до самой смерти не падала духом, все смеялась, пела. Она умерла на руках Веры Павловой и Тани Ядрихинской. Эти дневники легли в основу спектакля студентов Якутского колледжа культуры «Несыгранные роли». Режиссер Захар Никитин задумал воплотить на сцене этот материал еще 15 лет назад. Но реализовать идею удалось только сейчас. Это как документальный материал, очень сложно поставить, и тут уже от себя практически нечего добавить, да, потому что есть документальные материалы. Мы играли этих реальных героев и старались передать их характер и то, что было в действительности в тот момент. Для Эсмеральды Николаевой роль юной студентки из Алекминска Веры Павловой не первая, но, наверное, самая дорогая. Девушка говорит, что сразу почувствовала героиню, ее силу и энергетику. Я стараюсь по максимуму выложиться и показать, какая она была и какой она стала во время блокадного Ленинграда. Она была очень радостной, очень яркой, уже постоянно улыбалась. И когда началась блокада, она все равно была очень сильна духом. И мне кажется, с помощью этого она выжила. Наши летчики отважные, а самолеты бумажные! Мы верили всегда. Мы всегда верили, что будет победа за нами. Не было у людей безнадежности. Все равно они знали, что их спасут, что блокаду снимут. Вот эта уверенность, она была всегда. И у моих родителей тоже. И мама говорила, вот знаем, что сегодня тяжело, завтра будет полегче. Завтра вот надо только сегодняшний день пережить надо. И это помогало. И то, что метроном все время, 2000 радиоточек установили. Когда он затихал, вдруг
пугались, что же это, вдруг, почему нет, вдруг ты один остался. А он как бы вот говорил, что там еще есть жизнь, и это очень много. Весной 1942 года, в апреле месяце, в городе уже заработали трамваи, поскольку работала уже дорога жизни, по которой на грузовиках через Ладожское озеро в город привозили защитников, солдат, привозили продовольствие, привозили, соответственно, ценные и нужные ресурсы для существования населения, для существования города. А уже обратно из, собственно говоря, Ленинграда привозили детей, женщин, стариков, раненых. И в таких вот условиях, собственно говоря, сначала до прорыва блокады 18 января 1943 года, а потом и до непосредственно освобождения Ленинградской области жили граждане Советского Союза в то время. Однажды мама меня разбудила в Сибири, я помню, мне уже 4 года было, разбудила и со слезами говорила, что наш город освобожден, блокаду сняли. Это было 27 января 1944 года, я это помню. Помните момент, когда объявили, что победа? Конечно. Помню, мы смеялись, там радовались, а взрослые так плакали, пережившие всю войну. С фронта пришли. Такое было ликование. Война закончилась. Наш праздник, самый любимый 9 мая. Еще не ходил бессмертный полк. Но мы всегда 9 мая на Невском. Обязательно. Это стало традицией. Сначала мы ходили одни, потом с детьми, с внуками. День Победы. Ну, говорят, со слезами на глазах, да? И радостно. У меня и муж был ветеран войны. Всегда отмечали. Мы всегда, для нас это священный праздник. Самый дорогой праздник День Победы для нашего поколения, пережившим войну. Я хочу сказать, чтобы никогда не было ни на какое поколение, чтобы это никогда не почувствовали, что такое война. Максим Кардозу, Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Санкт-Петербург, Москва.